А ведь если б не таджики, то история могла сложиться совершенно по-другому. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наши соотечественники, без преувеличений, можно сказать, спасли ход истории. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. 9-суточная оборона Ленинграда – это единственный пример всей мировой военной практики. Город, оторванный от страны, окружением, жил почти 3 года, питаясь будто единственным кровеносным сосудом через лед Ладожского озера. За время блокады от голода и обстрелов погибли сотни тысяч ленинградцев. Страдания города, его жителей известны ныне во всех деталях, но человеческое воображение не в состоянии понять, почувствовать то, оценить то, что пережили ленинградцы. И поэтому вряд ли стоит живописать эту трагедию. Более уместно воздать должное Ленинграду, ленинградцам и всем народам Советского Союза, оборонявший город на Неве. В самые трудные дни блокады ленинградцы не пали духом. Им никогда не приходила и не могла прийти мысль о капитуляции. Они сражались. Они защищали свой город стойко и самоотверженно. Ленинград не сдался. Нравственная плотность обороны города была столь высокой, что осажденные оказались победителями. Вся страна помогала ленинградцам, и одним из первых пришел на помощь осажденному Ленинграду народ Таджикистана. Так, к новому 1942 году из Таджикистана был отправлен первый эшелон с продовольствием для осажденного Ленинграда. Тогда жителям города было отправлено 17 тысяч банок консервов и варенья, 60 тонн сухофруктов, пищевые концентраты и другие продукты питания. Глава приехавшей в Ленинград делегации, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Мунавар Шагадаев от имени таджикского народа, выступая перед рабочими Кировского завода, дал жителям города на Неве обещание. То, что мы видели в Ленинграде, заставит нас еще более напрячь силы для помощи городу Ленина. И уже летом 1942 года для моряков Балтийского флота и жителей Ленинграда специальный эшелон с продовольствием в составе 50 вагонов из Таджикистана был отправлен в блокированный город. Убегавших от лютых поработителей жителей западных областей СССР принимал под свой кров Таджикистан. В июне-декабре 1941 года, в течение 1942 года в Таджикистан приходили эшелоны, доставлявшие около 150 тысяч граждан СССР из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Москвы и Ленинграда. Только в Сталинабад, Душанбе, по данным Сталинабадского горсовета, было эвакуировано более 20 тысяч взрослых и детей из блокадного Ленинграда. В октябре-декабре 1941 года в Сталинабад, спасаясь от ужасов войны, стали прибывать из оккупированных немецкими войсками районов эшелоны с эвакуированными театральными коллективами. Среди них такие известные, как Ленинградский театр эстрады и миниатюр Аркадия Райкина, Ленинградский театр комедии. А как вы относитесь к такому героизму наших предков? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Осенью 1941 года в Сталинабад прибыл контингент 2 детских домов из Ленинграда и Ленинградской области. У многих детей по прибытии в Сталинабад находили записки Сталинабадскому горсовету. Это дети ленинградских рабочих, оставшихся защищать город. Просим сохранить их в одном из ваших детдомов. Если их родители погибнут, Ленинградский горсовет позаботится об этих детях. В числе защитников Ленинграда были воины из Таджикистана. На Ленинградском фронте уроженец Ашского района Туйчи Эрджигитов повторил бессмертный подвиг Александра Матросова и был удостоен звания Героя Советского Союза. В газете «Ленинградская правда» в 1942 году был опубликован очерк «Ленинградец Тешабой Адилов». На счету снайпера Адилова уже к середине 1942 года насчитывалось более 150 уничтоженных солдат и офицеров противника. В сентябре 1942 года коллектив Кировского завода Ленинграда послал письмо жителям Таджикистана следующего содержания. «Нет слов, чтобы выразить чувство благодарности, которым наполнены наши сердца за ваше внимание, за заботу о нас, ленинградцах. На поле битвы рука об руку с русскими братьями защищать советскую землю, доблестные сыны таджикского народа». Под данным Республиканского совета ветеранов войны и труда более 12 тысяч таджикистанцев было удостоено медали за оборону Ленинграда. И еще в дни, когда Ленинград задыхался в кольце блокады, опухшие от голода ленинградские печатники отпечатали и отправили в Душанбе большую партию учебников. На аллее воинов-интернационалистов городского кладбища Душанбе находится могила Героя Советского Союза, воина 201-й стрелковой дивизии подполковника Вениамина Недошивина. О его подвиге лучше расскажут строки наградного листа, хранящегося в его личном фонде Государственного архива Республики Таджикистан.
боях за освобождение Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков показал себя волевым офицером. Будучи командиром взвода автоматчиков, умело управлял взводом. В боях проявил личную храбрость, мужество и геройство. В бою за сильно укрепленный узел сопротивления немцев на подступах к городу Гатчина товарищ Недошивин со своим взводом просочился через боевые порядки противника, зашел ему в тыл и решительно действиями взвода с тыла обеспечил захват этого пункта. В бою за сильно укрепленный пункт противника Воскресенское 28 января 1944 года умелым маневром на поле боя и выходом в тыл противника взвод обеспечил захват этого пункта с незначительными потерями. 29 января 1944 года, ведя бой за населенный пункт Маньково, товарищ Недошивин был вторично ранен, но продолжал оставаться в бою и командовать взводом. За войну всего был ранен 11 раз, имея на теле 42 раны. Как вы относитесь к такой геройской истории таджикского народа? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!